Тогда мы с вами сегодня поговорим про туберкулез мочеполовых органов. Вот такая сегодня лекция будет покороче. Вчера длинная у нас была. Ну и завтра тоже будет такая вот там большая тема. У нас доброкачественная гиперплазия, рак простаты. Туберкулез, он такой, скажем, поменьше лекция, поэтому, чтобы тоже вас не загружать 2 дня подряд большими лекциями. Сегодня сделаем лекцию покороче, а уже завтра тогда побольше. Но перейдем. Если видно и слышно, тогда сейчас по туберкулезу мы с вами пообсуждаем, поговорим. Если говорить вообще про туберкулез, то вообще про актуальность проблемы, то, что можно сказать, что в конце 20 века, конечно, частота встречаемости легочного туберкулеза увеличилась. Причиной этого считается рост резистентности. Мы с вами об этом уже говорили, когда говорили об инфекциях мочевых путей, резистентности к антибиотикам. Вот, и из-за этого, конечно, уже и пошла резистентность микобактерий туберкулеза. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около трети населения земного шара являются носителями, не болеющими, а именно носителями микобактерий туберкулеза. И ежегодно по статистике в мире 3 миллиона человек от туберкулеза умирают. И считается, что инфицированный человек имеет риск развития туберкулеза всего лишь 10%. Однако в случае каких-то сочетанных заболеваний, таких как сахарный диабет, ВИЧ, состояние после трансплантации внутренних органов и так далее, этот риск возрастает. Поэтому, опять же, не болеющий человек, это не значит, что он не носитель вот этих микобактерий. Просто не у всех это заболевание развивается. В настоящее время урогенитальный туберкулез стоит на первом месте в структуре заболеваемости, именно внелегочным туберкулезом. В странах с высоким уровнем заболеваемости, и доля урогенитального туберкулеза составляет до 45%, от 33,7% до 45%. И на третьем месте в странах благополучных по туберкулезу. У 20% туберкулезом легких со временем развивается экстрапульмональное проявление. И чаще всего, конечно, в мочеполовой системе. В России в последние годы на первое место даже вышел не урогенитальный, а именно туберкулез костно-суставной. Если посмотреть по встречаемости мужчин и женщин, то здесь, наверное, от пола не зависит ничего, потому что даже если я привел здесь картинку 2012 и 2013 года, и примерно одинаковый, кто был пик заболеваемости у мужчин больше, то пик заболеваемости у женщин больше. В 2012 году больше мужчин, а в 2013 больше женщин. Если, допустим, это взять за 10-15 лет, то получается это волнообразное встречаемость то у мужчин, то у женщин больше-меньше, в принципе, наверное, на равных. Поэтому здесь тяжело сказать, кто больше болеет, кто меньше. В отличие, например, от онкологии то же самое, о которой мы говорили, что мужчины рак мочевого пузыря в 4 раза чаще болеют, чем женщины. Здесь трудно сказать, у кого чаще он встречается. Но, опять же, чаще всего мы встречаем микобактериум туберкулеза, это 80-90% случаев, поскольку это антропонозное заболевание, конечно, еще это может быть и микобактерия bovis, на долю которой в некоторых странах приходится до 20%. Вообще, чуть-чуть истории, если то еще в 1908 году Экихоро предложил прямую гематогенную гипотезу, согласно которой бациллы, как эмбола, оседают вблизи почечных пирамид и образуют туберкулезные бугорки. И он считал, что инфекция была преимущественно односторонней. Но уже Медляр в 1926 году доказал, что нефротуберкулез – это двухстороннее заболевание. Просто единственное, что в одной почке может проявляться, в другой не проявляться. Но тем не менее, нефротуберкулез – двухстороннее заболевание. И тогда он как раз и обнаружил, что обе почки поражаются в одно и то же время. Но если говорить об урогенитальном туберкулезе, это инфекционно-воспалительное заболевание органов мочеполовой системы, изолировано или в любом сочетании, которое вызвано или микобактерией туберкулеза, или бактерией bovis. Туберкулез почек или нефротуберкулез – инфекционно-воспалительное заболевание паренхимы почек, также вызванное этими микроорганизмами, подразделяется на 4 стадии в зависимости от степени деструкции, то есть степени разрушения почки. Если говорить про туберкулез мочевой системы, что делится туберкулез на мочевую систему и на половую систему. Туберкулез мочевой системы затрагивает почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Это считается мочевая система. Половая система затрагивает предстательную железу, семенные пузырьки, придатки яичек, яички и половой член. Если говорить
поскольку в урологии женским туберкулезом мы не занимаемся, то что половая как бы женская система относится уже к гинекологу. Но опять же, если говорить о женщинах, то то же самое, то есть мочевая система затрагивает почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, а вот именно уже матка, там, придатки и все остальное также могут поражаться у женщин при туберкулезе, и очень часто это приводит к бесплодию и к различным тоже осложнениям, но занимается этим уже гинекологи, то есть это уже к урологам не относится, вообще ни в каких книгах по туберкулезу урологических это не входит, но тем не менее, хотя в принципе все это связано, но считается, что по женщинам это уже гинекологически. Ну, что можно сказать, что урогенитальный туберкулез не имеет каких-то патогномонических симптомов, и возможность верификации диагноза патоморфологически, бактериологически затруднена. Ведущим современной диагностики является именно настороженность врача. Что хотелось бы здесь сказать, что действительно туберкулез, наверное, самое такое заболевание, которое труднее всего поддается диагностике. Почему? Потому что туберкулез действительно не имеет никаких характерных симптомов. И вот что касается туберкулеза, это самое такое, наверное, затуманенное заболевание в урологии, потому что его никак нельзя распознать. Он все время маскируется за маской других заболеваний. Поэтому здесь очень тяжело сказать. То есть, опять же, для того, чтобы запатогизировать туберкулез, обычно это получается тогда, когда уже доктор не понимает, уже у него уже и так, то есть какие-то, да, там лечатся пилонефриты, которые не могут вылечиться, он уже не понимает, может что же делать, может быть тогда туберкулез дать, может быть здесь туберкулез, потому что, непонятно, то есть необъяснимые какие-то обострения, не поддающиеся лечению заболевания, или те же самые, вчера говорили там о простатитах и так далее, то есть какие-то необъяснимые, не поддающиеся лечению простатиты или эпидидимиты, и когда уже доктор не понимает, что вот уже, никакое лечение не дает эффекта, уже тогда он садится и думает, а что же это может быть? Может быть туберкулез, и тогда уже какие-то идут уже диагностика по туберкулезу. Обычно никто, естественно, сразу никогда не может догадаться, что это туберкулез, и сразу отправить пациента на нужные диагностические мероприятия. Микобактерии туберкулеза распространяются через кровоток, как мы уже говорили, и обычно оседают в сосудах, которые окружают клубочки. Образуются микроскопические очаги, исходы которых могут быть, что это небольшие рубцы с клиническим выздоровлением или увеличивающиеся инфильтраты, которые способны образовывать язво-кавернозные повреждения. Микобактерии у нас что? Проходят с кровью через сосуды почки, проникают через сосудистую стенку в паренхиму, оседают в периглобулярной области. Развивается гранулема с участком казиозного некроза в центре, окруженные валом эпителиоидных лимфоидных клеток и клеток пирогового лангерганса. В случае расстройств гемо- или уродинамики почек, а также нарушения в иммунной системе, туберкулезный процесс активизируется и распространяется уже на мозговое вещество почки. Вот так вот выглядит картина, да, вот была морфологическая. Есть скрытый период, да, латентный. Это период от момента заражения до проявления признаков заболевания. Причем может он продолжаться от нескольких лет до 10 лет и более. Поэтому, опять же, я говорю, что носителем туберкулеза может быть любой человек, но проявится он у него или нет, это никто этого не знает. Поэтому с ним можно 20 лет ходить, потом он проявится. Но, опять же, с учетом того, что идет широкое сейчас использование антибиотиков, а некоторые из них как раз имеют и противотуберкулезный эффект, то латентный период постоянно увеличивается. То есть то, что было 30 лет назад, сейчас уже латентный период может увеличиваться до больших цифр. Обычно наблюдается это в большинстве случаев, то есть 75% случаев наблюдается одностороннее изменение в почке. Очаг инфекции, как правило, начинает развиваться в верхнем полюсе почки. При туберкулезе почек поражается почечная лоханка, чашки и гораздо реже увлекается почечная паренхима. При нефротуберкулезе наблюдается увеличение размеров почки, возвращение органов к нормальным размерам в начале, а потом возвращение к нормальным размерам, а потом в дальнейшем она атрофируется. При туберкулезе органов полости, брюшной полости, его проявление в виде воспалительных, может быть, и неопластических расстройств. Это если идет туберкулез брюшной полости.
Ну, туберкулезное поражение мочеполовых органов является вторичным. Микобактерии туберкулеза попадают в почку, предстательную железу и придаток гематогенным путем из первичного отека в легких, лимфатических узлах или кишечнике. По отношению к мочеполовым органам вначале поражаются почки, а потом уже мочеточник и мочевой пузырь. То есть все идет из почек. Вначале должно поражаться. Но все равно это вторичный процесс. То есть вторичный первый очаг должен быть в легких, потом поражаются почки, и после почек уже тогда поражаются все остальные органы мочевой системы. В половой системе мужчин первичный очаг может локализоваться в предстательной железе, а далее в семенных пузырьках, семенносящих протоках или придатках яичка. Дальше, вот что я говорил про женщин, да, то есть у женщин чаще всего поражают маточные трубы, что приводит к спаечному процессу, вызывается полное нарушение проходимости. При поздних стадиях заболевания возможна полная облитерация полости матки. Классификация придатков яичников и лимфатических узлов в тазу на поздних стадиях заболевания. То есть если у женщины заболевает мочеполовым туберкулезом, это тоже приводит к очень сильным изменениям. Далее, внутрипузырное введение вакцины БЦЖ, как мы с вами уже, помните, говорили на первой лекции, посвященной раку мочевого пузыря, что внутрипузырное введение вакцины БЦЖ для лечения поверхностного рака мочевого пузыря в некоторых случаях приводит к развитию туберкулезного эпидемита, туберкулезного простатита и распространения микроорганизмов сходящим путем из простатического отдела уретры. То есть, опять же, мы с вами говорили, и вчера даже, по-моему, говорили, что как раз, да, гранулематозные простатиты вызываются за счет как раз введения вакцины БЦЖ. Поэтому здесь как раз это очень актуально, что может приводить к туберкулезным простатитам и туберкулезным эпидидимитам. Извините. Но механизм развития туберкулеза у беременной женщины не отличается от патофизиологических изменений при туберкулезном процессе вне периода гестации. У половины беременных с туберкулезом течение беременности является осложненным. На фоне интоксикации, влияющей на секреторную функцию надпочечников, увеличивается частота анемий, ранних токсикозов и поздних гистозов. Нарушение легочной вентиляции и оксигенации крови сопровождается фетоплацентарной недостаточностью с возможной задержкой развития плода. Поэтому здесь тоже видим, что имеет опасность при беременности. В литературе сообщается о случаях даже передачи туберкулеза от матери к новорожденному. Стадии туберкулеза мочевого пузыря, если говорить о мочевом пузыре. Первая стадия – это бугорково-инфильтративная, вторая стадия эрозивно-язвенная, третья стадия – это спастический цистит или ложный микроцистис, то есть когда мочевой пузырь сокращается и получается гиперактивный мочевой пузырь. И четвертая стадия – истинное сморщивание мочевого пузыря вплоть до полной его облитерации. Что касаемо микроцистиса, на самом деле это довольно-таки страшное заболевание. Это тогда, когда мочевой пузырь сокращается в размерах, а ведь все равно почки продолжают вырабатывать мочу, и моча спускается в мочевой пузырь. И получается, что попадание небольшого количества мочи начинает распирать мочевой пузырь. То есть, если мы уже хорошо с вами знаем, что позыв в мочевом пузыре появляется на 250-300 мл жидкости, ну, или мочи в данный момент, то здесь буквально попадание 20-50 мл мочи уже вызывает сильнейшую боль и позывы на мочеиспускание. Поэтому такие пациенты, естественно, обречены на мучения. Каждые полчаса у них вот такие вот идут позывы на мочеиспускание, даже чаще, может быть, в зависимости от того, сколько жидкости они принимают. Потому что мочевой пузырь сморщен, это называется микроцистис. И что говорится, если первые три стадии поддаются консервативной терапии и возможно развитие обратного процесса, то четвертая стадия означает уже развитие необратимых изменений, требует хирургического вмешательства. Поэтому если уже микроцистис привел к полной облитерации мочевого пузыря, то кроме его удаления и опять же создавания кишечных пластик, о которых мы с вами говорили на первой лекции, уже, в общем-то, больше ничего предложить пациенту нельзя. Но, опять же, классификация нефротуберкулеза. Если говорить про нефротуберкулез, про туберкулез почки, то есть классификация 1973 года, которая предложена Шабадом, но, тем не менее, до сих пор пока она не менялась. Состоит она из 4 стадий. Первая стадия – это недеструктивный инфильтративный туберкулез почки. Вторая стадия – начальная деструкция почечной ткани, папиллит или небольшие, не более 1 см в диаметре
Каверны одиночные. Третья стадия – это органическая деструкция тканей почки, каверны больших размеров или уже поликавернозный, когда много каверн, туберкулез почки в одном из ее сегментов. Четвертая стадия – это тотальная или субтотальная деструкция почечной ткани, поликавернозный туберкулез двух сегментов почки, туберкулезный пионефроз и омилотворение уже органа почки. Ну, вот так вот выглядит на микропрепарате гистологическом, да, срезе препарата инфильтративный туберкулез почки, то есть это бездеструктивная форма. Она характеризуется наличием множественных мелких очажков воспаления в корковом веществе и медулярной зоне. Вот вторая стадия, уже клинически значимая, уже можно, да, то есть уже тут не только на срезе микроскопии, там уже можно посмотреть на гистологическом каком-то образце, а можно уже увидеть и на методах диагностики, таких как вот рентген, например. То есть уже это начальная деструкция почечной ткани, при которой патологический процесс распространяется на сосочки, называется папиллит, или формирует небольшие, опять же, одиночные каверны не более 1 см в диаметре. И вот на левой картинке мы видим экскреторную урограмму, туберкулезный папиллит в верхней чашке правой почки. Ну, здесь вот можно, сейчас стрелочку возьму, вот здесь вот можно видеть вот такие вот изменения, да, вот верхние. Вот они. Вот экскреторная урограмма правой почки, туберкулезный папиллит, опять же, вот видите, вот такой большой. Вот так вот это вот выглядит. Третья стадия. Значит, на третьей стадии мы видим каверны, да, то есть мы видим уже органическая деструкция почечной ткани, каверны больших размеров или поликавернозный туберкулез почки в одном из ее сегментов. Ну, опять же, здесь можно увидеть вот каверны, опять же, здесь мы видим тоже, да, то есть правосторонняя ретроградная пилограмма при кавернозном туберкулезе. Справа в верхнем сегменте почки видны заполненные рентгеноконтрастным веществом каверны. 1, вот они у нас заполнены. Шейка верхней почечной чашки сужена. 2, видим, да, то есть шейка, вот смотрите, как здесь шейка чашки, и здесь вот ее практически не видно. И почечная лоханка деформирована и расширена. Но опять же видим, что лоханка, вот она увеличена, она расширена в размере. Четвертая стадия. Уже тотальная или субтотальная деструкция почечной ткани, поликавернозный туберкулез уже двух сегментов, туберкулезный пионефроз, может омилотворение почки. Ну вот он видно здесь на уже макропрепарате, видно вот уже как изменена почка, но вот тут тоже, я думаю, что все прекрасно видно, все вот эти вот каверны. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот отдельно вот отшнурованная чашечка, видите, отдельная, которая не заполнена каверной, просто вот чашечка, ну и то здесь как будто что-то вот такое вот есть. Ну вот, так что так это выглядит на рентгеновских снимках. Какова же картина туберкулеза? Ну, опять же, как я говорил, это довольно-таки смазанная клиническая картина. Предугадать сразу, что это туберкулез, не может, наверное, ни один специалист. Поэтому трудность диагностики, потому что нет никаких патогеномонических симптомов. Может пациент предъявить жалобу на тупую боль в поясничной области, дизурию, повышение температуры тела, чаще субфибрильную артериальную гипертензию, примесь гноя в моче, почечную колику при вовлечении в процесс мочеводящих путей, эпизоды безболевой гематурии. Но все, что мы сейчас перечислили, оно очень хорошо подходит под разные заболевания. И под онкологические заболевания мочевой. Сейчас связь есть? Коллеги, связь. Есть. Все хорошо. Продолжаю, да? Ну, хорошо, все. Ладно, тогда, значит, что-то у вас связь. Не знаю, у вас все есть. И вот. Но, опять же, если говорить о данных симптомах, прекрасно понимаете, что и дизурия может быть и при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, и при простатите и так далее. Что безболевая гематурия может у нас быть и при любом онкологическом заболевании, и, ну, то есть, на самом деле, все вот это вот можно подвести под любое заболевание, которое мы с вами обсуждали. Поэтому, естественно, здесь диагностика затруднена.
Далее, урогенитальный туберкулез. Но здесь единственное, да, можно на что-то обратить внимание. То есть, если это будет хронический эпидемит с уплотнением придатка яички или уплотненный, и вот на что обратите внимание, четкообразным всеносящим протоком, это единственное, что может отличить вот именно туберкулезный эпидемит. Потому что обычный эпидемит, опять же, воспалительное заболевание, вызывается инфекциями, передающимися половым путем, вызывается бактериями, микроорганизмами. И, естественно, пациент, приходящий с жалобами на боли в придатке, боли в яичке, естественно, сразу заподозрится, что у него есть какая-то инфекция. И вот эта инфекция начинает лечить, у него берут мазки на всякие скрытые инфекции, передающиеся половым путем и так далее. Но никто не может догадаться, что это туберкулезного генеза. Единственное, что если пальпация проводилась пациента, и там четкообразный носящий проток, то есть он как четкий такими вот бусинками идет, вот это можно тогда догадаться, что это туберкулезного генеза. Ну и опять же, если по предстательной железе, то, сам даже я никогда с этим не встречался, не могу сказать, но как описывают в литературе, что идет уплотнение предстательной железы, она уменьшается в размерах, и она опять же какая-то напоминает сумку с бобами, то есть опять же трудно сказать, поскольку действительно с пациентами туберкулезом не имею большого опыта общения, потому что ими занимаются обычно фтизиатры, то есть кафедра фтизиатрического отделения, фтизиатрической урологии. У нас его, в принципе, нету, поэтому мы этим не занимаемся. Я даже, можно сказать, за свою практику, наверное, может быть, пару пациентов видел с туберкулезом мочеполовой системы. То, опять же, это были такие пациенты, которые долго лечились, и не было, скажем, динамики в лечении. Потом, когда уже не понимал, что же с этими пациентами не так, думал, а может тут туберкулез, и вот я отправил их на анализы, и когда приходил туберкулез, что действительно у них, то тогда эти пациенты отправлялись уже в фтизиатрические отделения, поэтому уже специалисты этим занимались. Вот, но тем не менее, опять же, описываю сумка с бобами, имеется вот такое вот уменьшение предстательной железы. Опять же, я думаю, что здесь диагностику наверняка с раком предстательной железы тоже любой бы доктор стал проводить, потому что любые какие-то уплотнения в предстательной железе, они, естественно, сразу наталкивают мысль любого специалиста, а не канцер ли это, да, то есть не раковое ли это какое-то поражение. Но тем не менее. Значит, уплотнение семенных пузырьков может быть и хронически дренирующие свищи на мошонке. Это тоже отличительная черта, что будут дренироваться свищи на мошонке, которые в основном встречаются только при туберкулезе. Дальше, факторы высокой вероятности урогенитального туберкулеза. То есть, если вы спрашиваете, был ли тесный контакт с инфицированным человеком, есть ли туберкулез любой локализации, который когда-либо ранее переносился или активный на момент обращения. Хронические инфекции урогенитального тракта, склонные к рецидивам, резистентные к стандартной терапии, это о чем я тоже вам уже говорил сегодня. Стойкая дизурия, прогрессирующее уменьшение емкости мочевого пузыря, то есть когда микроцистис, то есть когда мочевой пузырь начинает сокращаться в объеме, тоже должна быть настороженность, не туберкулезного ли это генеза. Пиоспермия, гемоспермия, пиурия, гематурия, но опять же гематурия и гемоспермия может быть при любом воспалительном заболеваний. Гематурия может быть и при аденоме предстательной железы, гематурия может быть и при обострении простатита, гематурия может быть и при новообразованиях мочевого пузыря, гемоспермия может быть и при раке предстательной железы, и при визикулите, опять же, воспаление семенных пузырьков тоже может приводить к примеси крови в эякуляте. Поэтому здесь тоже, скажем, есть с чем проводить диагностику, не все тоже так просто. Но, опять же, свищи в поясничной области, промежности или мошонке. Свищи должны, опять же, наводить на какие-то размышления. Но, опять же, имеет все это вспомогательное значение при диагностике. Это все, естественно, не стопроцентное. Далее, эпидемиологический анамнез. Наличие контакта с туберкулезной инфекцией, указание на перенесенный ранее имеющий настоящий туберкулез, наличие в семье детей с гипераллергическими туберкулиновыми пробами. То есть это все надо спрашивать. То есть такие вопросы надо задавать пациенту, потому что это может иметь значение. При сборе анамнеза ключевым моментом является длительное течение инфекции мочеполовой системы, которая не поддается стандартной терапии с частыми рецидивами, о чем мы тоже уже ранее говорили. Стойкая дизурия у больного с пилонефритом, прогрессирующее, опять же, уменьшение емкости мочевого пузыря, почечная колика при отсутствии конкремента, гематурия, гемоспермия.
Но опять же, почечная колика при отсутствии конкремента, ну да, но почечная колика может и солевой пробкой какой-то быть вызвана, такое тоже бывает. Поэтому здесь, я, по-моему, тоже уже об этом раз говорил, поэтому здесь тоже это все не стопроцентно. То, что, да, понятно, почечная колика здесь может быть вызвана какими-то казионными массами, которые отходят по мочеточнику, может быть, структурами вызвано, которые уже реагируют измененная ткань мочеточника. Но, тем не менее, опять же, 100%, если почечная колика при отсутствии камня, нельзя утверждать, что это туберкулез. При физикальном осмотре на что обращаем внимание? Ну, внешний осмотр практически никакого внимания не дает, потому что урогенитальный туберкулез какой-то такой хабитус сисикус не имеют, да, как у любого пациента с легочной формой туберкулеза. При осмотре следует обратить внимание, опять же, на свищи, да, или на зажившие свищи с группой деформации. Но это единственное, на что, опять же, в литературе дается указание, что можно на что обратить внимание. Больше информации особо никакой нету. Диагностика. Значит, что будет при лабораторном исследовании? Лейкоцитурия будет практически в 99% случаев, протеинурия 90-95% случаев, микрогематурия 50-60%, и реакция мочи кислой у 75%. В основном, да, у них не щелочная моча, моча кислая. Диагноз может быть установлен на основании обнаружения микобактерий туберкулеза любым способом в любом патологическом материале, относящемся к мочеполовой системе. Догадаться бы еще, что надо его взять. Не все сразу такая вот мысль в голову приходит. Вот в чем дело. Но далее. И какие есть лабораторные исследования? Есть бактериоскопия, то есть микроскопия окрашенного пацилио-нинсена препарата или люминесцентная микроскопия. Молекулярно-генетические методы, которые основаны на применении полимеразно-цепной реакции, GenExpert, MTB, RAF. Бактериологические методы – это посев на жидкие питательные среды с использованием автоматизированных систем культивирования, например, с последующим определением лекарственной устойчивости возбудителя. Посев на плотные среды ФИН-2 или Винштейна-Йенсена с последующим определением лекарственной опять же, да, устойчивости к возбудителя точнее. И патологическим материалом, опять же, может являться осадок утренней мочи, эякулят, секрет предстательной железы, гнойные отделяемые из вещей, биопсийный, а также операционный материал. Ну, то есть, в принципе, любой патологический материал, который можем изъять из человека, то, в общем, он является для нас, опять же, ценным. Но в последние годы высеваемость возбудителя не превышает 38%. Опять же, как уже говорилось ранее, предполагается, что основной причиной данного состояния является неоправданно широкое применение антибиотиков, которые являются туберкулостатиками. Это применение таких препаратов, как рифампицин, некоторые аминогликозиды и препаратов торфенолонового ряда, которые сейчас назначаются вообще направо и налево, надо или не надо, как мы с вами уже говорили, которые даже уже исключены из первой линии терапии неосложненных инфекций нижних мочевых путей, что торфенолоны уже при лечении циститов не назначаются, ибо имеют много побочных эффектов, а к ним уже совершенно резистентны те бактерии, которые находятся в мочевом пузыре. Дальше, талия, диагноз может быть поставлен на основании типичной патоморфологической картины операционного или биопсийного материала, естественно, если будут какие-то деструктивные формы при рентген-картине, результатов провокационных проб терапии экс-вивантибус, объясню, что такое чуть позже, и клинических течений инфекции урогенитального тракта, то есть рефрактивность к стандартной антибактериальной терапии и рецидивирующее течение при наличии факторов высокой вероятности, о которых мы с вами тоже чуть ранее говорили. Инструментальные методы исследования, которые могут нам помочь, можем использовать УЗИ, естественно, обзорную рентгенограмму, экскреторную рентгенограмму, МСКТ с контрастированием 3D-реконструкцией, МРТ, видим гранулемы, свечевые ходы, распространение процесса за пределы органов, ну и всякие радионуклеидные методы исследования уже для оценки функции почек, такие как там динамическая сцинтиграфия, например. Инструментальные методы исследования, которые нам помогут разглядеть уже, да, это ретроградная пилография, это цистография, это уретрография, цистоскопия, уретроскопия, уретероскопия, пилоскопия. Можем обнаруживать туберкулезные бугорки с красным венчиком. Поэтому, естественно, конечно, рентген и
Эндоскопические методы диагностики, они в любом случае нам нужны, потому что если мы затрудняемся, то, естественно, нам надо делать цистоскопию, посмотреть, не видно ли в мочевом пузыре вот этих бугорков, или делать тогда уретера, там, пилоскопию и так далее. Ну вот, хорошо, здесь это рентген, это ретроградная уретропилограмма. Здесь мы видим ампутацию верхнего сегмента левой почки. Сейчас я покажу. Видите, опять же, вот она, вот ее нету. Но опять же, как мы говорили с вами, когда обсуждали опухоли почки, что там тоже был пациент, у которого не было была как бы съедена, да, чем-то отнесена верхняя чашка. Потом, опять же, на рентген-снимке здесь трудно сказать, что это опухоль, кистой какой-то отдавленный или это туберкулез. Поэтому, естественно, увидев такое, конечно, пациента все равно надо отправить потом на компьютерную томографию, там, на УЗИ хотя бы, чтобы посмотреть. И здесь, здесь уже все более понятно. Поликаверноз нижнего полюса почки, здесь, конечно, уже видна картинка. А здесь мы видим какое-то расширение вот этой вот чашки. Так. Далее, нефротуберкулез. Что мы здесь видим? Опять же, видим, ну вот мы видим уже левая почка, видим здесь вот изменения, уже здесь уже, вот верхняя чашка, мочеточник, уже полностью измененная туберкулезом почка. Опять же, каверны видим, вот каверна, вот мы их видим. Вот каверна мы видим, кавернозный туберкулез, опять же, это ретроградная уретеропилограмма. Пионефроз. Вот так вот выглядит уже пионефроз. То есть ввели контраст. Вот почка, видите, бесформенная. Уже непонятно, где чашки, где лоханка. Уже ничего здесь нету. Вот. Уже совершенно непонятно. И здесь, скорее всего, что сделано. Видите, видимо, была нефростома. Через нефростому как-то вот заведен дальше струна. Вот. И здесь уже мы видим, что совершенно бесформенный мешок, естественно, лечению уже какому-то оно не подлежит, тут только оперативное уже удаление данного конгломерата гнойного. То, что восстановить такую почку уже невозможно. Характерные туберкулезные каверны могут свидетельствовать о запущенном осложненном процессе, когда медикаментозное излечение невозможно. Вместе с тем бывает самоизлечение при поликавернозном нефротуберкулезе или так называемая аутоампутация почки, тогда, когда имбибированные каверны солями кальция идет и полная облитерация мочеточника, то есть полностью просто почка это выключается из жизни, к ней прекращается, из нее прекращается отделение мочи, прекращается кровоток, она просто отмирает. В любом случае оттуда и удалять надо, но хотя бы процесс дальше не распространяется. Ну вот цистоскопическая картина при туберкулезе мочевого пузыря, как я вам говорил, вот эти вот такие вот типичные бугорки, вот, с окруженные гиперемированной слизистой. И вот на задней стенке мочевого пузыря группа рассеянных бугорков, один из которых вот расположен в центре, он в состоянии распада находится. Вот они, вот эта вот картинка как раз туберкулеза мочевого пузыря. Вот туберкулезный микроцистис, то есть наполненный мочевой пузырь, контрастом вот такого размера. То есть в норме он должен быть вот такой вот, я показываю, примерно где-то вот так мочевой пузырь. Здесь мочевой пузырь, видите, совершенно сморщен, сокращен. Туберкулезная структура уретры, то есть введен контраст в уретру, вот идет контраст, вот здесь вот мочевой пузырь, видите, вот этот вот участок, он сужен, он как ниточка. Это туберкулезная структура уретры. С такому пациенту, естественно, после лечения наверняка предстоит потом пластика уретры, надо будет вот эту вот суженную часть замещать тканью. Ну, обычно это какая-нибудь там букальная пластика, то есть со слизистой щеки надо будет брать, обворачивать вокруг вот этого вот суженного участка, он будет иссекаться, и накладываются уже нитки, анастомозы, и на катетере, фолии это все потом будет заживать. Пробы, значит что? Внутрикожная проба с туберкулином, проба МАНТУ и аллергеном, туберкулезным рекомбинантным диаскин-тест имеют в данной ситуации недостаточную чувствительность у больных урогенитальным туберкулезом и не могут служить основанием для подтверждения диагноза. Поэтому проба МАНТУ нам здесь и диаскин-тест не помощник. Далее, что мы можем? Это туберкулиновая проба Коха с подкожным введением туберкулина 20-100 туберкулиновых единиц. Исходно и в течение 48 часов после введения туберкулина продолжает термометрию каждые 2 часа.
дважды повторяют общий анализ крови и пробы Нечапаренко, а также выполняют бактериологическое исследование мочи и экулята. При оценке пробы учитывают следующие показатели. Значит, что должно быть? Общая реакция. Вот ухудшение самочувствия, повышение температуры тела, усиление дизурии. Важным является анализ гемограмма. При положительной пробе нарастает или появляется лейкоцитоз. Увеличивается соя, падает абсолютное число лимфоцитов. То есть вот так вот туберкулиновую вот эту вот пробу смотрят отрицательно она или положительно. Уколочная реакция. Возможно образование гиперемии инфильтрата в месте введения туберкулина и очаговая инфильтрация, увеличение или появление лейкоцитурии, гематурии и микобактериурии. То есть вот вводят эту пробу и следят за состоянием пациента. Лазерная провокация, тоже такое имеется. Противопоказано при дифференциальной диагностике с опухолевым процессом. Ее нельзя проводить. Проводят транскутанное локальное облучение, применяя инфракрасный лазер. Через 10 дней пациенту повторяют клинические и бактериологические анализы, и при появлении лейкоцитурии или там увеличении количества лейкоцитов и эритроцитов, а также при падении абсолютного числа лимфоцитов на 18% и более диагностируют активный туберкулез. То есть здесь всегда надо смотреть на появление воспаления, на появление лейкоцитов и понижение количества лимфоцитов. То есть на это вот надо обращать внимание. Здесь вот такая вот особенность при диагностике туберкулеза имеется. Вот как раз терапия эксивантибуса, о чем я вам говорил. Она бывает эксивантибус первого и второго типа. Это тест-терапия. Назначаются те препараты, это первого типа эксивантибус, которые заведомо не оказывают угнетающего влияния на туберкулез, которым сохранена высокая чувствительность в регионе. То есть, например, там, фосфомицин, гиндопеницин, фуразидин и так далее. То есть те препараты, которые, допустим, действуют на мочевые пути, если мы имеем пациента с дизурией, там, с какими-то обострениями там, циститов, пилонефритов и так далее, которые не действуют точно на туберкулез, но имеют влияние на на мочевые пути. И смотрим, одновременно назначаются патогенетические лечения, НПВС, кофеин и фитотерапию. Продолжительность терапии 10 дней. Она показана больным с подозрением на туберкулез почек 2-3 стадии. При отсутствии убедительных данных провокационной пробы Коха целесообразно сочетать ее с лазерной провокацией. Терапия эксивантибус второго типа – это назначение 3 противотуберкулезных препаратов узконаправленного действия. Это изониазид, пиразинамид и тамбутол. Получение отчетливо положительной динамики со стороны клинической картины лабораторных показателей будет свидетельствовать о том, что имеется туберкулезная этиология процесса, но она будет иметь требования к схеме лечения на стандартное проведение всего комплекса этиопатогенетических мероприятий. То есть в настоящее время имеет ограниченное применение, поскольку возможно получение ложно-отрицательных результатов в случае, опять же, резистентности возбудителя. Коллеги, извините, 1 секунду с отделения звонят, я узнаю, может что-то случилось. Простите, пожалуйста. И простите меня, пожалуйста, извините. Ага, ну мы с вами, я думаю, что успеем эту тему доразобрать, она небольшая. Просто, видите, да, говорят, что поменялись операции, моя сейчас пойдет раньше. Значит, простите меня еще раз, подождите, что я... Ага, так, этот слайд мы с вами закончили. Дальше, дифференциальная диагностика. Ну, наверное, тут вы уже сами понимаете, с множеством урологических заболеваний. Это и хронические циститы, и пилонефрит, и мочекаменная болезнь, и простатит, и острый неспецифический эпидемиторхит, интерстициальный цистит, шизостоноз, перекрут яичка и так далее. Поэтому здесь, естественно, ну и опять же мы когда с вами говорили, что и циститы, и простатиты, да, у нас могут быть, естественно, инфекционные, не бактериальные, тогда, когда они могут быть вызваны как раз быть туберкулезом, а не стандартным набором тех бактерий, которые мы с вами говорили, там, Escherichia coli и так далее. Дальше. Почечно-клеточная карцинома, водянка, сперматоцели, то есть киста семенного канатика, рак яичка, бесплодие, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, инфекция мочевого и так далее. То есть очень много различных заболеваний, которые можем дифференцировать. Но, опять же, есть такая таблица в рекомендациях, перечень параметров подтверждения диагноза урогенитальный туберкулез. Вот, значит, микобактерия туберкулеза. Да, если
обнаружено, диагноз подтвержден. Если не обнаружено, диагноз не исключен при наличии факторов высокой вероятности, поэтому остается сомнение. Патоморфологическое исследование. Найдены признаки туберкулезного воспаления, диагноз подтвержден. Не найдены признаки туберкулезного воспаления, диагноз не исключен. Опять же, при наличии факторов высокой вероятности. Сомнения остаются. Лучевая диагностика. Визуализируется деструкция почек или простаты. Диагноз подтвержден. Не визуализируется деструкция почек или простаты. Исключен нефротуберкулез 2-4 стадии, кавернозный туберкулез предстательной железы, нефротуберкулез 1 стадии, инфильтративный туберкулез простаты не исключен. Стерильный пюре есть. Если имеется, значит диагноз урогенитального туберкулеза высоко вероятен. Присутствует рост неспецифической микрофлоры, диагноз не исключен при наличии, опять же, факторов высокой вероятности. Сомнения остаются. Терапия ксивантибус первого типа, мы уже говорили, что это такое, препараты, которые не действуют на туберкулез. Положительный результат. Диагноз не исключен, если есть факторы высокой вероятности. Отрицательный результат. Диагноз не исключен, опять же, при факторах высокой вероятности, если они имеются. Терапия ксивантибус второго типа, когда мы назначаем те препараты, которые действуют на туберкулез. Положительный результат. Диагноз подтвержден. Отрицательный результат. Диагноз не исключен, опять же, при наличии факторов высокой вероятности. Провокационные пробы. Положительный результат. Диагноз подтвержден, если есть факторы высокой вероятности. Отрицательный результат. Диагноз не исключен при наличии факторов высокой вероятности. Опять же, вот я даже взял таблицу из клинических рекомендаций по ведению пациентов диагностики туберкулезных пациентов. И вы видите, что никакой определенности здесь нет. Мы практически ни на каком исследовании, если только мы не нашли какой-то там макропрепарат или там выявили где-то в эякуляте, там, да, в моче, вот что они микобактерии туберкулеза есть, мы не можем ни исключить, ни подтвердить диагноз. Поэтому действительно это довольно-таки сложное для диагностики заболевания. Да и тем более не так часто он встречается, сказать, что опыта у многих урологов, да, в общем-то, и отсутствует опыт по ведению и диагностике таких пациентов. Дальше. Диагноз достоверно исключен, если ни в одном образце, ни одного вида патологического материала, ни одним методом не найдены микобактерии туберкулеза. Патоморфологическое исследование биоптата не выявило признаков туберкулезного воспаления. На рентгене нет признаков деструкции. Объем мочевого пузыря в пределах физиологической нормы. Провокационные пробы отрицательные. Терапия ксивантибус первого типа дала положительный результат, отсутствуют свищи. Тогда мы можем сказать, что мы исключили. Любое сомнение должно трактоваться в пользу туберкулеза. Больной с сомнительными результатами тестов подлежит углубленному обследованию и динамическому наблюдению. Лечение туберкулеза мочеполовой системы. Цель противотуберкулезной терапии – это быстро вылечить активную форму болезни и в кратчайшие сроки справиться с инфекцией. Основные принципы – длительное лечение до и после операции и комбинированная терапия. В ходе лечения необходимо тщательно наблюдать за состоянием верхних мочевых путей, так как в фазе выздоровления часто появляется бессимптомное сужение мочеточников структуры, которые затем будут следовать сложного оперативного лечения. То есть, естественно, если появляется структура, нам потом нужны будут реконструктивные операции. То есть нам потом нужно будет, естественно, этим пациентам делать пластики мочеточников, перешивание мочеточников и так далее. Поэтому здесь, конечно, естественно, за этим нужно следить, чтобы потом избежать каких-то сложных реконструктивных операций. Хотя, в принципе, помочь, наверное, все равно мы пациенту ничем не сможем, потому что если процесс рубцевания начинается, нам ничего не сделать будет, и ткани все равно придется иссекать. Далее, лечение нефротуберкулеза зависит от стадии. Нефротуберкулез почечной паренхимы – это первая стадия, или почечного сосочка во второй стадии, нуждается в консервативной терапии. Кавернозный туберкулез почки, третья стадия, нуждается в консервативной терапии или органосохраняющем оперативном вмешательстве, которое будет сочетаться с консервативным лечением. Поликавернозный туберкулез почки или туберкулезный пионефроз четвертой стадии может быть преодолен лишь посредством оперативного вмешательства. Но опять же, если это пионефроз, то это уже только путем удаления почки. Медикаментозная терапия. Основные препараты – это изониазид, рифампицин, пирозинамид, этамбутол, стриптомицин. Резервные препараты – это протеанамид, этианамид, канамицин, амикоцин, каприомицин, циклосерин, рифабутин, аминосалициловая кислота, ну и также фторхинолоны используются, но хотя к ним уже сейчас очень большая резистентность тоже есть.
Кроме противотуберкулезных препаратов, эффективный комплекс консервативной терапии будет включать витаминную составляющую, в частности витамины группы В, иммуномодуляторы, а также санаторно-курортное лечение. Необходимо соблюдение определенного режима и диеты для данных пациентов. Оперативное лечение. Оперативное лечение, что мы делаем, если это почка, да? Кавернотомия, кавернэктомия, резекция почки, анастомоз мочеточника с чашелоханочной системой, если имеются структуры, но при запущенных стадиях, когда пионефроз, уже удаление почки, нефректомия. Ну, вот так поперечная резекция почки выглядит. Но я думаю, что не будем на этом долго оставаться. Про резекцию почки я вам очень подробно рассказывал в ту пятницу, когда мы говорили про рак паренхимы. Вот клиновидная резекция почки, опять же, вы помните, видите, что удаляется, закрывается кровоток в почку, ушивается. Думаю, что все помните, не буду подробно на этом останавливаться. Лечение медикаментозного туберкулеза половых органов мужских значительно хуже поддается медикаментозной терапии, чем нефротуберкулез. А сохранение туберкулезного очага в одном яичке может привести к распространению процесса на противоположное яичко, такие тоже данные имеются. Показания к оперативному лечению определяется не ранее, чем через 2-3 месяца непрерывного лечения 3 препаратами в сочетании с глюкокортикоидами. Лечение туберкулеза предстательной железы, чаще всего, консервативное. Если делать хирургическое лечение, то это может быть эпидидимэктомия, орхэктомия, то есть удаление придатка, удаление яичка, резекция части туберкулезного яичка, но только в случае молодого возраста, если изолированный процесс горовки придатка и нормальная спермограмма, то есть если человеку надо действительно сохранить, для того, чтобы человек, если пытается потом продолжить свое потомство, то, естественно, нам надо попытаться при данных, если складываются все эти факторы, тогда попытаться сохранить яичко. Во всех других случаях яичко, естественно, удаляется. Осложнения какие могут быть? Это почечная гипертензия, если это почечная, туберкулез почки, структуры и облитерации, обструкции сильносящего протока, если это половых органов, бесплодие, вовлечение маточных труб и эндометрия у женщин тоже будет бесплодие, у мужчин структура облитерации сильносящих протоков тоже бесплодие, абсцессы придатков, развитие свищей, и сморщивание, как говорил уже не раз, микроцистис, сморщивание мочевого пузыря. Далее, в начальных стадиях туберкулез почечной паренхимы, туберкулезный папирит и при проведении консервативного лечения будут приводить к полному излечению. Благоприятный прогноз и после своевременного выполнения органосохраняющих оперативных вмешательств, если к этому времени не наступает именно уже рубцово-склеротических изменений мочевых путей, которые нарушают отток мочи из почки. Нарушается отток мочи из почки, это значит, уже нужна реконструктивная операция, это уже начинается развитие пилокаликоэкстазии, уже гидронефротические трансформации. Естественно, конечно, это уже ведет к ухудшению и состояния почки и так далее. Конечно, это уже не очень благоприятный вариант развития событий. После нефректомии прогноз сомнительный, так как в оставшейся почке может иметь место субклинический туберкулез, который при воздействии неблагоприятных условий может вызвать туберкулезное поражение. Потому что мы говорили, что поражаются 2 почки, одну мы вылечили, но опять же, дай бог, с консервативными терапиями, препаратами мы излечили сразу в обеих почках все, и в обеих почках все одинаково ушло. В послеоперационном периоде в большинстве случаев целесообразно продолжать проведение консервативной терапии по поводу туберкулеза единственной оставшейся почки. То есть, если мы даже одну почку удалить из очагом, все равно лечим вторую почку, потому что хоть и в ней не было никаких признаков заболевания, туберкулез все равно в ней присутствует. Поэтому для того, чтобы не было потом обострения туберкулеза, мы, естественно, лечим и вторую почку. Коллеги, вкратце, сегодня, видите, мы с вами быстренько, аж за 52 минуты разобрали данную тему. Но, опять же, сказать, что в этой теме есть какие-то, чем-то могу поделиться своим опытом, не могу. Информацию, которую знаю тоже из литературы. Поэтому, если какие-то вопросы есть, задавайте, я на них, конечно, с радостью отвечу. Но сказать, что имеем большой опыт мы здесь с данными пациентами за лечением туберкулеза, какие-то рассказать случаи из практики интересно, честно, не смогу, потому что довольно-таки не часто встречающиеся заболевания и, говорю, чаще с этим уже фтизиатры этим занимаются. Поэтому, коллеги, если есть вопросы, подумайте, посмотрите, задавайте. Если вопросов нету, то мы сегодня с вами молодцы, мы сегодня быстренько за час все разобрали.